Валейкум ассалам. Джагар, сейчас чуть-чуть подожду, а потом начну. Валейкум ассалам, Страсбург. Марш дойл, шо. Валейкум ассалам, Рустам. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Прогресс. Марш войл. Шадырша марша дойл. Валейкум ассалам. Василий Докторов, приветствую вас, добрый вечер. Валейкум ассалам. Так, Адыгов. Парабеллум. Валейкум ассалам. Даулет Канашев, так, я пока люди собираются, зачитаю твой вопрос и постараюсь на него ответить. Расскажите, пожалуйста, почему два отряда разделились после обороны Грозного в 2000 году? Я про Гилаева и Басаева. Я понимаю, вы не хотите говорить про разногласия, но все же, я, как вы сказали, я не хочу говорить про разногласия, и тема этого эфира будет совсем другая, про сегодняшние события. Вот. А именно про выход из Грозного я эту тему особо трогать и не хочу. Я даже выставлял тут некоторые материалы по выходу из Грозного. Валейкум ассалам. Нохчо Мансур, валейкум ассалам. Алхамдулилlah, все хорошо. Все как я планировал. Все прошло как надо, как следует. Сейчас еще секундочку. Расул, валейкум салам. Баракаллах, я тоже желаю вам, всем вам здоровья, терпения и вашим родным тоже. Так, люди собираются, сейчас, секунду, я начну. Василий Долгрев, да, я вот про это существо тоже сегодня буду говорить. Трусливое существо, которое показывает свою смелость с женщинами, забирая их, унижая их. Так. Давайте пока, наверное, поговорим просто. Задавайте вопросы, а потом уже я к основной теме подойду. Вот. Но думаю, что будет жарко. Лев Яковлев, вы помните про события в Первомайском, как встречали Радуева? И правда, что отряд помог с Чечни? Расскажите свои воспоминания. Я лишь скажу, что, конечно, я эти события помню. Отряд, там не только отряд Радуева был, там и другие
войны наши были, чеченского сопротивления. Они напали, главной целью их была напасть на вертолетную часть, которая находилась, кажется, сегодня ее нету там, в Кизляре, откуда взлетали вертолеты и бомбили Чеченскую республику Ичкерия, наносили ракетные удары. А что было потом, вы помните. И вот второй вопрос. И правда, что отряд помог с Чечне? Да, действительно, это так. Наши подразделения помогли Радуеву и всем тем, которые находились в то время в окружении, в кольце, вырваться из этого кольца. Да, были потери. Аллах азут фобул дольше Масерова. И помню даже, когда Шамиль Басаев отдавал инструкции, что делать, как рыть окопы вот, по радиостанции. То есть управлял этим отрядом, помогал выходить из окружения. Кавказ. Пока люди собираются, я вот решил по вопросам пройтись, а потом, как я обещал, будет жарко. Так вот, твой вопрос, Анзор, вопрос был в чате. Сохранились ли у тебя вещи Аслана Масхадова? Да, у меня есть некоторые вещи. Я даже как-то в эфире показывал некоторые из них. Они сегодня для меня бесценные. Soul and Reason. Валейкум салам. Я тоже рад вас всех видеть. Аллах рейсхуил. Аллах эту масира болезен. Самир Гулиев. Ну а на каком языке я говорю? Ты пишешь, можно все по-русски, чтобы мы все поняли. Ну, я стараюсь на русском языке. Джахар Дудаев, значка не видишь? Значок у меня упакован и хранится рядом. Вот. Наш флаг. Так что все рядом. Джахар Дудаев. Кавказ насчет отправил в тот эфир. Повторить тоже не проблема. Стараемся. Василий Долгтрев и Шарфик тоже со мной рядом. Давид Голдберг. Тема. Вот по твоим сообщениям уже написали про труса, который воюет с женщинами. Тимоев, Джахари Кантхудяшу, как дела у сына Джахара? Я раньше в эфире говорил, что встречался с семьей Джахара Дудаева. Как и все мы, остальные, живет в той стране, куда я ездил. Алхамдулилlah, у него все хорошо. Деги, Авлур.
Эрзи, старший брат Анзор. Вот Кафыров все кричит, чтобы мы приехали и разобрались с ним в Чечне, если мы мужчины. Поразмышляй, пожалуйста, что нам мешает. Неуверенность в себе, несплоченность, неверие. Вот что, спрашивает Эрзи. Знаешь, когда за тобой или перед тобой или рядом с тобой стоит армия, там 5000-я, 30-50-тысячная армия, то легко из себя строить героя. Я никогда не слышал про героизм Кафырова или про храбрость Кафырова. Вот. Легко из себя строить вот такого героя, когда вот находится рядом армия. Что нам мешает? Ну, наверное, люди давно бы спросили бы с этого Кафырова, если бы не было этой армии. То есть много желающих. Много желающих. Кавказ. Отдельная благодарность тебе за эфир с Венгрией. Многих интересует жизнь, работа, семья нашего президента Аслана Масхадова. У меня есть готовый, неопубликованный материал, который я там снимал. Я, иншаллах, наверное, завтра, послезавтра вот так выставлю этот материал. То есть я еще раз повторюсь, расскажу, о чем это. Буквально недавно я ездил в места, где мы проживали с семьей, где отец служил, проходил службу, набирал эти знания воинские, вот, которые потом пригодились, как я сказал в том видео, о котором я сейчас говорю. Пригодились эти знания, накопленные в советской армии, чтобы набить физиономию российскому генералитету. И у него это получилось. Джохар Дудаев насчет академика, в кавычках, по поводу его истерии в адрес Турции. Ну, я потом об этом скажу, иншаллах. Так, сейчас, так, я до конца дойду, а потом уже про основное буду говорить. Кавказ. В одном из чатов написали, зачем их звать кадыровцами. Они действующая пехота Путина. Так что путинцы. Называйте как хотите. Для меня они предатели. Предатели. Вот, мерзкие такие существа, которые перешли на сторону врага чеченского народа и делают эту грязную работу, мерзкую работу за Путина, за их спецслужбы, вот, унижают чеченский народ, убивают, пытают. Сайд, ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, у меня все хорошо. Что так исчез? Спрашивают у меня. Ну, как я сказал, все нормально, все хорошо, алхамдулилlah. Работа, работа. Работаем много в последнее время. Седана Дарова, Кавказ, это Кавказу, да, насчет друга. Так, пускай Кавказ отвечает на этот вопрос.
Денис Явов, Анзор, а что плохого для Чечни быть в составе России? Но, Денис, может быть, когда-то мы смогли бы говорить на эту тему, да, возможно, там какие-то соседские, дружеские, нормальные отношения иметь. Но после всего того, что они сделали на нашей земле и делают сегодня руками этих мерзавцев, Кадыровых и его окружения, то мы даже морально никакого права не имеем быть в составе этого государства. Государство, которое вторглось на нашу территорию, убило около 300 тысяч моих братьев и сестер, наших братьев и сестер. Вот. После всего этого мы не имеем права быть в составе этого преступного формирования такого. Не имеем права. Так, Кавказ. Сейчас я пытаюсь до конца дойти, а потом по основной теме пройтись. Кавказ пишет. Вопрос. Анзор, судя по твоим эфирам с европейских городов, улиц, парков, я уже понял, скверов имени Кадырова ты так и не нашел. Зато парк имени Джохара Дудаева открыли в Турции. Ну, в своих эфирах я так говорил, я в действительности смеялся над этим, над высказыванием этого, как его назвать, главного официанта Кадырова. Я про Даудова. Вот он говорил, что в европейских городах европейцы чуть ли не просят разрешения у Кадыровых, чтобы они смогли назвать именем Кадырова, старшего, которого убили на стадионе, назвать свои улицы, парки именем Кадырова. Я честно скажу, я смеялся с этого. Я знаю, что тут никаких улиц, парков и еще чего-то там, скверов имени Кадырова нету в Европе. Нету. А насчет парка имени Джохара Дудаева, нашего первого президента, да, действительно, буквально недавно открыли такой парк в честь нашего первого президента Джохара Дудаева. Аллах Азутлову дальше. Денис, тогда мы бы меньше задавали бы вам вопросы. Все будет, иншаллах. Кавказ. Не то, что любимая прислуга Кадырова, а служанка Кадырова. Так вот. Мотор Кинг зашел, да? Сармат, у тебя интересный вопрос тоже. До эфира у меня такая мысль была. Я сейчас озвучу ее. Почему только чеченцы осуждают Кадырова, а где русские, почему вместе с чеченцем также и русские не осуждают его? Но почему только его? Все то, что этот предатель делает или делал вчера, все делается и делалось по указанию Путина. То есть Путин разрешает ему делать это все. И убивать людей, и захватывать людей, и запугивать, и доводить до того, чтобы эти люди публично извинялись, непонятно за что даже. То есть все это идет от Путина. Путин главный виновник.
Это просто мерзкий предатель. И моя мысль, вот просто у меня вопрос такой. Кто террорист? Ичкерия или этот Кадыров? Вот посмотрите его сегодняшние действия, захваты заложников. Вот. И вот делается это вот так публично. И все прекрасно знают, почему он это делает. И, как я сказал, с разрешения Путина это все делает. Эрзи, русские не обсуждают Кадырова, потому что считают, что он навел порядок и истребил террористов. То, что отстроил себе там зоопарки, аквапарки, эти высотки, где живут именно эти кадыровцы, там простой народ не живет. Вот что он сделал. А чтобы там говорить про террориста, он сам таким и является. Сколько людей он убил, и даже буквально на неделю, так примерно тому назад, я читал такую статистику, сколько тысяч людей пропало без вести за последнее время. Там назывались цифры такие, 3000, кажется, было, более 3000 пропало без вести за несколько лет. Сармат, согласен с тобой, Анзор, но все же каждый русский публично должен осуждать Кадырова, чтобы Путин хотя бы немного успокоил своего пса, чтобы тот не издевался над родственниками чеченских блогеров. Путин разрешает ему это делать. Это по указанию Путина делаются проводятся такие акции по захвату родственников, чтобы надавить на чеченских активистов, блогеров. Вот. То есть разрешение Путина. То есть если русские будут осуждать Кадырова там, и жаловаться Путину, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Путину Кадыров нужен для какого-то отрезка времени, чтобы вот так раздавить народ и воспитать новое поколение. И у них такая тактика была, вы все, скорее всего, помните, когда начиналась Вторая российско-чеченская война в 1999 году, они открыто по телевизору говорили, что теперь воевать будут чеченцы с чеченцами. Почему какой-то Ваня, там Сидор, Федор из Саратова или там Самары должен погибать в какой-то Чечне? Вот так они это говорили по российскому телевидению. То есть Путин сделал все, чтобы чеченизировать эту войну руками этого предателя, мерзкого предателя Кадырова.
Гегеваро. Валикум салам, брат. Смотрел чат муфтия Грозном, как он ругал Халитова. Такое ощущение, как будто он старался, чтобы его услышали его правитель. Этим действием он метит на кресло Салаха Межидова. Ну, наверное, возможно и такое. Но я слышал эту речь. Действительно такая неподобающая для нормального человека речь это была. Очень некрасиво. И они там называют себя муфтиями. Какой-то блатной разговор был на самом деле. Миг. Валикум салам. Всем на истине. Вопрос такой. После Кадырова кто будет президентом Чечни? Может ли быть, что Кадыров своего старшего сына продвинет? Ведь они как хотят, что хотят, делают. Возможно и такая версия. Возможно там, если посмотреть на глаза Даудова, мне кажется, он тоже туда метит. Вот. Но все будет так, как решит Путин. Я, наверное, сейчас прочитаю некоторые материалы, вам зачитаю, а потом под этим видео я выставлю ссылки на эти материалы, чтобы вы могли полностью его прочитать, кому интересно. Ну что, приступим. Всем, кто зашел, и всем хочу дать салам. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Всех приветствую, своих братьев и сестер, всех наших друзей. Так вот, сегодня ситуация такая, что в оккупированной России Ичкерии халуи Путина, Кремля захватывают заложники родственников чеченских активистов. И вы об этом слышали, я перечислю фамилии. Это родственники Тумсо Абдурахманова, Мансура Садулаева, Хасана Халитова, только что тут написали, и Микаэла Мализаева. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, что это методы Путина, Кремля, и этим методом были обучены вот эти предатели в лице Кадырова и его окружения. То есть Путин руками этих мерзких предателей совершает такие акции по захвату заложников. Путин дает им разрешение на убийство, разрешение на пытки, издевательства над чеченским народом. И я вот с уверенностью скажу, что это и есть секрет смелости этого мерзавца, главного мерзавца, главного халуя Кремля, который совершает вот эти преступления, захваты заложников.
Ну, сейчас я, как сказал, я хочу зачитать отрывок из своего материала, который был мной опубликован. Я его собирал некоторое время, опубликован в декабре 2004 года, когда я являлся директором информационно-аналитического центра при президенте Чеченской Республики Ичкерия. Так вот, ну, до этого я скажу, что даже напомню, что вот эта практика по захвату заложников была предложена 29 октября 2004 года генеральным прокурором России Владимиром Устиновым. Когда он выступал в Госдуме, то предложил такой закон по контрзахвату родственников террористов. Вот так он назывался. А вот это из материала, то, что я хочу сейчас озвучить. Материал называется «Заложничество. Одна из форм кремлевского террора». Предложенная путинским прокурором система контрзахвата заложников в Чечне не является новшеством в истории Российской империи. Устинов просто предлагает восстановить систему контрзаложников, которая на практике широко применялась еще во времена русско-кавказской войны, когда известный палач чеченского народа генерал Ермолов активно применял практику взятия аманатов, то есть заложников, из числа близких родственников наибов и мюридов, воюющих против царской армии. Как свидетельствуют историки, только в 1820 году из самых влиятельных семей были взяты 24 человека и помещены в Дербент. Кроме захватов заложников, аманатов, генерал Ермолов еще практиковал и полное разрушение, зачастую вместе с жителями, немирных чеченских аулов. Уничтожал и травил посевы и пастбища, вырубал леса, отравлял родники. Но жестокость царского генерала только всколыхнула горцев. И война на Кавказе разгорелась еще сильнее, растянувшись на несколько десятилетий. Официально она закончилась в 1859 году, после пленения имама Шамиля. А неофициально продолжалась еще 18 лет, вплоть до гибели имама Алибека Хаджи в 1877 году. Официально практика заложничества широко применялась в России на Северном Кавказе и в предреволюционные годы, например, выселение семьи и постоянное преследование других родственников абрека Зелимхана Харачоевского, и в годы гражданской войны, когда красные преследовали родственников белых, а белые охотились за родственниками красных. И в годы Великой Отечественной войны, когда в заложниках карательной системы Сталина оказался весь чеченский народ, депортированный 23 февраля 1944 года в Среднюю Азию и Сибирь. А с началом русско-чеченской войны, особенно на ее втором этапе, заложничество приобрело массовый характер, когда на чеченскую арену были выпущены так называемые эскадроны смерти, являющиеся наследниками краснорубашечников времен русско-кавказской войны. Теперь вот президент Путин руками надзорщика Устинова и чекиста Патрушева просто узаконил это позорное явление в России, которое депутаты Госдумы назвали острой необходимостью введения особых правовых режимов защиты от терроризма. А российские правозащитники прозвали самым отвратительным преступлением против человечности. Я обязательно выставлю ссылку на этот интересный материал. Это касается по сегодняшним событиям, которые сегодня происходят на оккупированной нашей чеченской земле, когда эти мерзавцы, Кадыров, Давудов, вот эти Делимханов, как я даже фамилию назвать не могу его нормально, вот, захватывает заложников. И захватывает их для того, чтобы как-то надавить на людей, которые, говорят, сегодня имеют смелость, я не знаю, как это сказать, но высказывают правду, говорят правду, не боятся этого прокремлевского режима.
Вот. И чтобы их как бы заткнуть, они применяют такую тактику, навязанную Кремлем. Навязанную Кремлем. Кавказ я читаю про материал. Ну да, это интересные материалы. Потом Кавказ, выстави его здесь в чате под этим видео. Так вот, я скажу этим людям, чеченским нашим активистам, блогерам, Тумсо, Мансур, Хасан, Микаэл и другие. Иншаллах, все по воле Аллаха. Им не избежать суда Аллаха, и они обязательно ответят за свои мерзкие вот эти деяния. Это сегодня и сейчас нам показывает и доказывает, что это самые натуральные, вот, настоящие трусы. Настоящий мужчина, вообще человек, не посмеет притеснять вот беззащитных людей, захватывать их в заложники, стариков, женщин, вот, издеваться. Вот, мне просто неудобно даже говорить, какие методы они применяют сегодня по отношению к этим заложникам. Вот. Но им придется ответить. Через лет 5, может 10, может 50 обязательно будут люди, которые придут к ним, постучат в дверь, постучат. И обязательно спросят за все эти деяния. И я считаю вот этих манкуртов, этих трусов, просто недалекими людьми. И даже не людьми, а вот такими существами, мерзкими существами, которые вот терроризируют народ и показывают свою смелость, вот эту смелость, храбрость в кавычках, над этими простыми людьми и женщинами в основном. Если хотят показать свою смелость, если они настолько смелые, настолько мужественные, пускай хотя бы один раз в своей жизни вот, совершат вот этот мужественный поступок, высказаться в лицо или что-то сделать вот так, встать перед тобой, вот, я хочу с тебя спросить, я хочу, чтобы ты ответил за эти слова. Но почему они это не делают? Почему у них все это вот так происходит мерзко, из-за угла, из-за спины, захватить стариков, захватить женщин, детей захватить, а потом ими там давить на этих чеченских активистов, которые говорят правду. Мы ее будем говорить. И никто просто не способен, не сможет заставить нас не говорить ее. Мы ее будем говорить, мы ее будем показывать. Сейчас от Салхум Шела, Гайтиш, покажите себя, покажите. Я уже устал, Кавказ, ты помнишь, мы с тобой обсуждали эту тему, и даже я их назвал пустозвонами. Легко стать за армией и делать такие громкие заявления. Как покажите свое мужество, как это делалось всю нашу историю, наши предки, как ее показывали. Они это не делали за спиной. Вот. И еще что хотел бы добавить. Да, скажу как есть. Я не знаю, что делали ваши предки,
Ну, скорее всего, я раньше так удивлялся, когда говорили, вот, вот эти предатели, скорее всего, там, даже не скорее всего, а вот его отец и, там, или прадед, дед когда-то, значит, работал на них, там, на царя, там, на Россию. И они вот просто следуют по пятам, по следам своих предков. А теперь, сегодня я верю, что да, действительно, возможно, вот, что этот Кафыров, Труболаз, Пустозвон, тоже вот следует по этому пути, по пути своего там отца, там, деда, прадеда, вот, наверное, которые тоже когда-то стучали, докладывали, сдавали своих соотечественников. Наши отцы, наши деды, прадеды, я уверен, такого не делали никогда. Делали. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Я чуть-чуть зачитаю ваши комментарии, может, вопросы. Денис Анзор, а какое у вас отношение к Ельцину? Ельцина нет сегодня в живых. Это убийца чеченского народа. Он убивал чеченцев, ну, не только чеченцев, как я всегда говорю, по его приказу была начата, как мы называем ее, Первая российско-чеченская война. И он виновник этой трагедии. И в этой войне погибали не только чеченцы, но и ингуши, дагестанцы, русские, армяне, украинцы, которых они бомбили с воздуха, обстреливали артиллерией. Сейчас я прочитаю, а потом вернусь. Кавказ, Анзор, пустозвоны, вот именно, только грязь. Вот об этом я и говорю. Уважающий себя человек, без разницы, к какой религии он относится, или к народу относится, но человек, нормальный человек не будет так поступать, не будет брать заложников, не будет притеснять простых граждан, добиваться каких-то там результатов, целей, рискуя этими людьми, без разницы, кто бы он ни был. Человек, если он человек на самом деле, то будет человеком своего слова и совершать нормальные поступки. Нормальные поступки.
Я сейчас еще один материал зачитаю, тоже интересный. Сейчас, секунду. Анзор, ты говоришь о нормальном человеке, а тут мы видим банду в законе. Ну да, банда, которая подчиняется Путину. Вот какой материал я еще хотел зачитать. Ну, интересно, вам будет интересно. Это из моего интервью, которое я давал Day-Az. Это в Азербайджане. Интервью называется «Визит Рамзана Кадырова – это позор страны, которая его приняла». Это интервью я давал 18 апреля 2006 года. Вот ответ на этот вопрос. В прессе была информация о том, что Рамзан Кадыров планирует осуществить свой первый визит в качестве премьер-министра Чечни в Баку. И мой ответ. Не хотел бы вообще комментировать его. Если он куда-либо приедет, то это будет позором для той страны, которая его приняла. Кадыров известен в мире как бандит и террорист. Не думаю, что власти какой-либо страны, кроме России, Армении и Белоруссии, будут сотрудничать с представителями российского оккупационного режима в Чечне. Он нежелательная персона в цивилизованных странах. Когда Ахмеда Кадырова повезли в Америку, никто с ним не встречался. Я тут еще добавлю. Да, действительно, российская делегация повезла Кадырова как собачку в Америку. Вот. И этого Кадырова даже не выпустили из аэропорта. Да, российская делегация прошла, а он там оставался в аэропорту. И далее. Президент Грузии Михаил Саакашвили четко выразился в отношении к Рамзану, сказав, что он бандит и не является представителем чеченского народа. И не дал согласия, чтобы Рамзан прибыл в Грузию. Хотя Кадыров грозился, что приедет в Панкиси и будет уничтожать террористов. И если хочет уничтожать террористов, пусть пристрелит Путина и себя в придачу. Кадыров похищал наших родственников в Чечне, как и других чеченцев, избивал женщин, мужчин, детей, стариков. У меня есть тетя, она мужественная женщина, которую сильно избивали и хотели поставить на колени, но не смогли, притом еще и удивлялись. После этого он потребовал от Масхадова сдачи, как было с Магомедом Ханбиевым. И затем, когда отец послал их подальше, они затребовали крупную сумму денег. У меня есть факты, как, что и когда они требовали. Отец опять отказал и сказал, что мои родственники – это мой народ, который я защищаю, и что он воюет не ради своих родственников. Всю эту свору всех этих бандитов, которых пригрела, а затем обучила Москва, используют против чеченского народа. Так называемый президент по версии Кремля Алу Алханов, будучи начальником железнодорожного линейного отдела Чеченской Республики, возглавлял грабежи как товарных, так и пассажирских составов, следующих по маршруту Баку-Ростов. Он был задержан Генеральной прокуратурой Чеченской Республики Ичкерия и помещен в следственный изолятор, откуда ему удалось сбежать с помощью агентов спецслужб России. Потом в 1996 году во время операции «Джихад» его пленил Шамиль Басаев. Еще с тех пор наши народы пытались стравить. Кремль это делал с помощью своих агентов. Отец Рамзана тоже занимался этим. Например, пример этому можно привести тот факт, что в 1998 году на территории Чеченской Республики Ичкерия был задержан гражданин Азербайджана за тяжкое преступление. И шариатским судом ему был вынесен смертный приговор. Но благодаря шейха всего Кавказа
Аллашукюра Пашазаде, Верховному шариатскому суде Чечни, гражданин Азербайджана был отпущен и передан азербайджанской стране. Как позднее выяснилось, на смертном приговоре настаивал Ахмад Кадыров, будучи тогда муфтием Чечни, и задержание гражданина Азербайджана было тоже спланировано им. Я уверен, что в ближайшее время Москва выгонит Алханова и Кадырова поставит на его место. У них всегда было так. Этим Россия в очередной раз покажет свое лицо. Вот. Я оставлю ссылку этого материала тоже. Но это подходит к сегодняшней теме. Именно, что Кадыровы захватывают заложников. Вот, о чем я сейчас говорил. Василий Долгтрев виснет. Я не знаю, кажется, связь у меня нормальная. Голд, алейкум ассалам, брат. Расскажи подробно все, что знаешь о боях в Гудермесе в 98 году. Почему тогда Аслан встал на сторону Ямадаевых? Ведь они были неправы. Масхадов не становился на стороне Ямадаев или кого-либо. Это была провокация. Кадыров провоцировал людей. Вот. Он был сторонником того, чтобы чеченцы начали стрелять против своих братьев, против чеченцев. Но благодаря таким людям, как Масхадов, вот, как Ваха Арсанов и другие, им вот удалось избежать вот этого российского сценария. То есть, как я говорил, Кадыров призывал к войне, призывал там уничтожить такие-то там другие-то группы. Вот. Но мы избежали этого. Мы не стали стрелять друг в друга. Но Кадыровы это сделали. Алейкум ассалам. Эльман Раджабов. Умер ли Хаттаб от ядовитого письма? В то время российское командование и даже бывало, вот как мы сегодня их называем, этих предателей, кадыровцы, тоже применяли яд, посылались письма, посылались там другие вещи, какие-то разные вещи ядовитые. То есть использовали там разный яд. Вот. И у тебя вопрос, умер ли Хаттаб от ядовитого письма? Насколько я знаю, насколько у меня есть информация, да, это так. Авадекал больше массу. Джахар Баркал. Я тут переживал за связь. Тут написали. Сейчас. Прага. Я не хотел бы затрагивать эту тему. Ты тут спрашиваешь, почему кто-то не дает оценку. Потому что вместе связаны. Вот почему.
Ахмад Казаев. Валейкум салам, брат. Скажи, пожалуйста, был ли ты знаком с Литвиненко и Политковской? И общался ли ты с ними вживую? И что думаешь о них? Валейкум салам, брат. Я общался с Литвиненко несколько раз, где-то 3-4 раза. Вот. На разные темы. И последний раз это было в январе-феврале 2005 года. Вот. И мне вот именно вот этот звонок, телефонный звонок, мне в то время я уже понял, что этот человек действительно искренне борется против этого путинского режима, как он называл, мафией в лице Путина. Вот. И насчет Политковской, да, видеть видел, но так разговаривать не разговаривал. Dream Walker. Анзор, а вы когда-нибудь СМИ давали интервью или выступали в эфирах типа «Дождя», «Эхо» или любых других, к примеру, как Тумсо? Ну, я даже не помню, каким телевидением, издательством, газетам давал интервью, ну, скажем, BBC было, Первый канал, РТР, турецкие каналы. Многим давал это. Дождь нет. Не было такого. Радио Свобода, например, давал. Просто очень много. Еще, ну, свое первое интервью я дал в 1997 году. Это было в январе. Когда уже начал свою вот информационную деятельность уже с 1999 года. Лечи Хултыгов. Валейкум салам. Валейкум салам. Я хотел у тебя спросить, ты из тех чеченцев, которые еще помнят закон, разве женщина может в компании 20 мужчин сидеть, которые не являются ее родственниками? Ну, я не знаю, почему ты у меня это спрашиваешь, ты должен понимать, что я не из тех. Вот. Я уже примерно знаю, о чем ты говоришь. Даже это просто было мерзко смотреть на этот спектакль, как вот это чучело, я так прямо скажу, пытается использовать женщин для своего пиара. Вот. Своего пиара. Накрывает стол, сидят, смеются. Там непонятно, или он рыдает, или плачет, или смеется. Там такие звуки непонятные были от этого чучела. Вот. Устроили там пиар-компанию. Хотя всем прекрасно было понятно, что эти люди работают на них за деньги. И было понятно, к чему это идет. У них так принято. У них это нормально. Очернять других людей без разницы. Они нагло залезут в твой шкаф и будут ковыряться там. Я про этих, ты назвал даже число 20 мужчин. Там, ну, все, кто там сидели, они любят это делать. Это их методы.
использовать женщин ради своего пиара или там давить на женщин. Я даже просто подробно сейчас говорить не буду. Раньше там чуть-чуть так слегка сказал это. Как я помню, как они звонили, как они давили на мою мать. Тоже женщина в возрасте. Это их методы. Сейчас, секунду. Кавказ. Анзор, вопрос был задан в нашем телеграм-канале. Тебе не кажется, что блогеры могли воспользоваться темой пыток и похищений в Чеченской Республике ради подъема своих рейтингов? Так. Аслан дал срочное интервью каналу НЭП. Мализаев отправил ролик Собчак. Ну, Кавказ, я честно просто скажу свое мнение. Я очень осторожно подхожу к этой теме. И я вижу, что происходит, у кого действительно захватили родственников, а у кого это просто, как ты говоришь, чтобы поднять свои рейтинги, пиариться. Вот. И разных засланцев, я называть сейчас их тут не буду, вот. Но я не верю этим засланцам и даже говорить о них не хочу. Ну, Кавказ, я это к тому, за какие действия могут захватить родственников этих засланцев, например. За какие высказывания, какие там острые высказывания. Я этих острых высказываний не слышал. Я понимаю там наших известных блогеров, активистов, которые действительно борются с этим режимом, кремлевским режимом, который навязан нам, чеченцам, и с Путиным. Вот их я понимаю. Джохар Дудаев, который написано буквами на латинице. Валикум салам. То, что я осуждаю или обвиняю того человека, которого ты назвал, я уже об этом сказал. Я краток в своих высказываниях. Я говорю, люблю говорить коротко и прямо. Я это сказал. Если и даже призывал, если есть какие-то недовольства, я давал даже шансы, чтобы поговорить на эту тему как следует. Свои претензии или так далее. Я об этом уже сказал. Не хочу повторяться. Денис Явов, Анзор, как вы думаете, Навальный, если станет президентом России, тоже будет шовинистом? Мы не знаем, каким будет Навальный. Если Навальный будет нормальным,
то это будет хорошо не только для нас, но и для самих россиян. Вот шовинисты там или фашисты или другие там расисты, вот. Если они будут управлять Россией, то, конечно, это в первую очередь невыгодно самим россиянам. И я надеюсь, и я хочу верить в то, что в этой большой стране когда-нибудь вот появится такой человек, который будет думать о своем народе и также о своих соседях тоже, иметь хорошие дружеские отношения, искать их, а не так, когда захочется обвинять какие-то народы в чем-то или там начинать войну против этих народов. Нам тоже нужна стабильная Россия, потому что эта Россия граничит с нами. Валейкум ассалам. Голд. А почему тогда расформировали шариатскую гвардию, а не Ямадаевых, и не убрали Кафырова с поста муфтия, который травил нас? Потому что так произошло. Ты хочешь жить этими событиями 98-го года. Давайте смотреть в будущее, чтобы мы больше таких ошибок или вообще ошибок не совершали. Старались бы не совершать их. Вот что важно, а не обсуждение вот этих тем. Надо учитывать вот эти ошибки, а у нас их достаточно, было много. Алмаз Джапарбеков. Анзор Кадыров уже от бессилия похищает родственников блогеров. Вот оно, настоящий путь Ахмада, на них уже клейма нигде не ставить. Путь Ахмада Кадырова, кстати, он раньше был Ахмедом, а после, когда ушел к Путину, чтобы тот его погладил, он стал Ахметом. И этот путь Кадырова, это путь мерзавцев, путь предателей, путь мунафиков. Вот. А факты, если хотите, их достаточно. Это униженные люди, это убитые, запытанные в их тюрьмах, даже в их личных дворах пытали людей, избивали людей. Их матеря стояли рядом и говорили: давай сильнее бей, сильнее бей. Вот такой и есть путь Кадырова. Я уже не буду говорить о тех истязаниях, о тех пытках, которые совершаются в их личных тюрьмах. Роботобот, я тебя очень прошу, я не хочу говорить про предателей. Есть люди, такие люди, которые сегодня молчат и ничего не говорят, хотя должны это говорить, которые стояли рядом с этим человеком, которого ты называешь роботобот, и сделали из этого человека там героем Ичкерии. Хотя никакого там особого героизма не было, чтобы трубить об этом. Пускай об этом высказываются вот эти люди. И как ты тут пишешь, помогал ли этот человек моей семье или не помогал, я вообще не хочу об этом говорить. Не хочу. Каждый человек сам себе хозяин.
вчера, если он был воином, там, героем, хорошим человеком, и раз он перешел вот эту границу, стал предателем, то это вообще мерзкое существо, которое просто обсуждать и не надо, которое ради сохранения своей жизни или там ради денег, ради власти перешел на сторону врага, то это и есть предатель. Это враг чеченского народа. Кавказ, я зачитаю твое сообщение. Анзор Закаев хранит молчание по поводу возвращения Рубати домой. Так может и всем остальным игнорировать эту тему, и к ней пропадет интерес. Ну да, было бы хорошо, если бы человек высказался, Ахмед высказался бы по этому поводу. Вот. Я думаю, что особо там придавать к этому какое-то значение не нужно. Аллах все видит. Аллах все видит. Насчет этих героев я хотел сказать. Если он был воином, если он был героем, если он был хорошим человеком, если он переступил эту границу и перешел на сторону врага, который убивал твой народ, то ты стал предателем и перечеркнул свой героизм и все твои старания во время войны, все эти тяготы войны. То есть это ушло. И ты уже больше не имеешь никакого права говорить об этом, даже об участии в той войне. Ахмад Казаев, валейкум салам. Анзор, будет видео про Рохлина? Не могу понять его так любят в России, он был против войны, он назвал войну в Чечне войну за интересы мафии, но тем не менее он воевал там и участвовал. Он сначала воевал и участвовал в этой войне, а потом уже дал интервью, где он действительно назвал эту войну за интересы мафии. И, как мы знаем, после этого, что произошло, мы помним. Пристрелили. Валейкум ассалам. Тут у меня еще, сейчас, секунду. Вы, скорее всего, читали про то, что произошло во Франции. Во Франции. Ну, буквально недавно, 2 недели тому назад, опять кто-то захотел спровоцировать чеченцев на ответные действия, и опять же замешаны какие-то местные группировки, которые торгуют наркотиками. Вот. И они пытались спровоцировать чеченцев в городе Сан-Назар, это во Франции. Хотели спровоцировать чеченцев и даже пришли
к их квартире и стреляли в их квартиру. Вот. Их квартиру, к счастью, никто не пострадал. Никто не пострадал. Но что мы тут видим после этого случая, что французские власти и французская полиция ничего не сделала с произошедшим. И организации, которые здесь находятся в Европе, наши чеченские организации, обратились к властям Франции, к правозащитникам, к журналистам, вот, и расшатали это дело. Теперь уже начали писать об этом, что вот полиция бездействует, ничего не сделала. И мне в то время, когда это произошло, я смог побывать на месте этих событий, поговорить с людьми и поговорить с французскими организациями об этом случае. То есть мы призывали к тому, чтобы власть отреагировала, чтобы полиция отреагировала и расследовала это преступление, потому что пришли какие-то непонятные люди, пытались спровоцировать чеченскую семью, чеченцев, вот, но не смогли этого сделать, алхамдулилlah. Вот, и работа в этом направлении все еще продолжается. И по этому поводу я просто хотел бы призвать своих братьев, чтобы никто там не смог нас спровоцировать, никто не смог бы втянуть нас в такие провокации, потому что это будет во вред всем нам. Надо требовать, чтобы вот так расследовали по закону, потому что мы живем на территории этих стран, на территории чужих государств, где нас приняли, вот. Нас приняли, и все равно люди с уважением к нам относятся. Так, Кавказ. Анзор, это часто задаваемый вопрос про семью из Франции. Но я еще раз повторюсь, с ними все хорошо, они переехали в другой город, и наши чеченские организации постоянно находятся с ними на связи, помогают им советами и во всем другом. И, иншаллах, у них все будет хорошо. Просто хочется призвать наших людей избегать такого рода провокаций. Надо действовать по закону. Амару, баракаллах, брат.
Когда для тебя Басаев герой, он это вопрос или что? Да, Кавказ, вот ты пишешь, это главное, что они не остались без помощи. Главное то, что этот человек э, не был спровоцирован, и он поступил правильно, за что мы очень благодарны Аллах Ресурсу. Все в остальном, кто бы он ни был, чеченец или не чеченец, для нас разницы нет. Будь он ингуш или дагестанец, или грузин, нам без разницы. Мы для него помощники. И сделаем все, что в наших руках. Анзор, если бы Чечня была бы независимой, вы бы захотели вступить в ЕС или НАТО? НАТО. Если бы Чечня была бы независимой, да? Чеченская республика Ичкерия, оккупированная сегодняшней Россией. Вот. А с кем нам быть, это уже решать народу. Но я точно знаю, что придет этот день, люди будут свободны, и мы знаем, кто нам был другом, кто был врагом, кто поддерживал врага нашего. И поэтому мы готовы к любому разговору. Так, что еще у нас? Сейчас не помню. Тимур Тимуров, Анзор, что скажешь про лезгин? Джохар Дудаев говорил, на Кавказе есть две нации, у которых независимость крови, это чеченцы и лезгины. Ну, именно вот это высказывание я не помню. Джохар также уважал все народы Кавказа и относился к ним по-братски. То есть он не разделял нас, он был за единство Кавказа. Так что, будь это лезгин, карачаевец или кабардинец, или ингуш, или кто-либо другой, для нас он брат. Бессмертная крепость Бамут. Валейкум салам, брат Мула, алхамдулилlah, дику, мукфалкуэру дикю, нагарджали. Что хочу сказать, брат, дома похищают наших родственников, пугают их, унижают, ну, эти нелюди забыли, что их родственники живут по всей Европе. Собар Хачделла. Мы не имеем права быть подобными этим варварам, этим трусам. И поэтому терпение должно быть всегда. Мы должны оставаться людьми, мусульманами. Я ни к чему, к такому каким-либо действиям призывать никого не буду. А буду призывать к терпению. У нас методы другие. Вот. Это методы наших предков. Вести себя достойно
даже по отношению к этим таким врагам, таким мерзким существам Исаия Кадырова и его окружения. Это пускай они унижаются, но иншаллах придет день, когда им придется ответить перед Всевышним. Вот. От этого главного суда им не избежать. Иншаллах. Абу Бакар Аль-Дагестани, валикум салам, брат. Во время операции «Джихад» уже в самом городе был ли какой-то определенный командир, или же муджахиды были разделены на несколько командиров? Нет, я скажу так, брат, что командование, управление этой операцией и подразделениями, которые вошли в Грозный, поступало от начальника штаба нашего Аслана Масхадова. Вот. Группы Шамиля Басаева, Гилаева, других, то есть уже знали, как им действовать, и они так и действовали. Вот. Захватывали объекты, блокировали там дороги, блокпосты, локации российских оккупантов и вели бой. Потом, как мы знаем, российские генералы капитулировали. Кавказ, насчет Александр Анатольевич спрашивает, будет ли видео 31.12.21 штурм Грозного. Так, я тут выставлял материал про штурм Грозного, но я обязательно выйду в эфир и постараюсь вам подготовить материал, иншаллах. Вот я сейчас уже перешел на ваши вопросы, но тему начал про захваты заложников, вот, родственников чеченских активистов. Говорил про эти мерзкие выходки кадыровских, как их помягче назвать, предателей. Вот. И еще раз просто хочу сказать этим активистам, которые говорят правду, будем держаться. Это, пускай они там унижаются, иншаллах, придется за все ответить. Не будем даже словом уподобляться этим мерзким существам. Как мы всегда говорим, мы призываем этого Кадырова, этого лопуха, или там, кто там еще, этого Даудова, официантку Кадырова, и там, кто там еще был, обычно у них бывает на этом чаепитии, Делимханов, Хамбиев, кстати, да, тоже можно его. Вот этих чудиков мы им всегда говорим, вы хоть один раз покажите свое мужество, свою храбрость, встаньте перед нашим лицом и выскажитесь. А не так трусливо, как вы это делаете сейчас. Бех боч, нахам коучагаш. Миск коман коуча дуан ашму душу. Хакарчи. Клянусь Аллахом, просто брезгую называть имена этих подлецов, этих
чудиков, этих лопухов, всяких труболазов. Там, кстати, я еще один случай не рассказал про того, который там под вагон лазил. Потом обязательно расскажу. Вот именно, путь Кадырова – это путь предателей. Это предатели. Еще раз повторюсь, предатели и мунафики, которые предали все, что возможно предать. И верно служат России. Убийце чеченского народа Владимиру Путину, который когда-то говорил: если надо будет, с Аллахом буду воевать. Так говорил Путин дважды в 1999 году. И после всего этого они перешли на его сторону и служат ему верой, с любовью и правдой, да, их правдой. Кавказ. Анзор, после твоей встречи с Радсбурге с ингушами большинство тебя поддержало, но были и те, кто остался недовольным. Но несмотря на недовольных, ты идешь верным курсом и делаешь большую работу по объединению братского народа. Анзор, многих подписчиков интересует вопрос о настроении чеченцев, проживающих в Европе. Я до конца своих дней буду призывать к единству. Не только среди чеченцев, но и среди нас. Сейчас говорим про чеченцев и ингушей. Вот. Чтобы мы не велись на всякого рода провокации. Вот. И ты вот пишешь про настроение чеченцев, проживающих в Европе. Я со многими встречался в разных городах, в разных странах. Я встретил очень много людей, знакомых, незнакомых, которые были на войне, которые не были на войне. Я их не делил и не делю. Вот. И я вижу, что наши подходы, наше мнение совпадает во многом. Людям надоело то, что происходит между нами, вот, внутри. Вот, тоже хотят этого единства. Вот, и ничего против ингушей не имеют, наших братьев. А также я встречался с ингушами, с нашими братьями. Также и они ничего против нас не имеют. Но находятся такие лоботрясы, которые пытаются вот расшатать эту ситуацию там, вокруг земель, территорий и так далее и тому подобное. Вот. Это провокаторы. Я всегда призываю, чтобы мы не велись на эти провокации. Да, мы сегодня находимся вот в оккупации в самой Ингушетии, у нас на территории Ичкерии находятся режимы, которые подконтрольны Путину. И что хорошего сделает Путин для наших народов? Ничего, только стравить друг против друга и все. Больше ничего. Поэтому Лерло, дай Бог, да Диезу, мы должны делать то, что нам говорит Аллах. Быть братьями, быть рядом, быть вместе, как мы были всегда. И тут буквально вот была тема, когда... Сейчас, секунду. Была такая тема, что вот
было несколько человек, которые ингуши, которым дали большие сроки. Ну, здесь я просто хочу выразить свое согласие с теми людьми, которые высказались уже по этой теме. Мы обсуждали с этими людьми вот этот вопрос. Я говорю про наших активистов. Они уже выступали, говорили про это. И я считаю, что это решение, когда им дали такие большие сроки, тюремные сроки, решением несправедливым. Без разницы, да, я понимаю, что кто-то недоволен, будет недоволен, кто-то там, у кого-то такое мнение, но все равно я к чему хочу прийти. Просто хочу уверенно сказать, что да, эти люди ошибались, когда делали такие громкие заявления против чеченцев. Я говорю про тех ингушей, которым дали сроки. Вот. Они ошибались в том, что выбрали сторону России, провокационной России. Вот. И еще раз повторюсь, что Россия на Кавказе – это есть оккупант, который ничего хорошего не хочет ни для чеченцев, ни для ингушей. И, как мы знаем, Россия замешана во всех вот этих кровопролитиях, войнах и провокациях на Кавказе. Конечно, это печально, что есть такие люди среди нас, которые встают на стороне этой путинской России, а не становятся на сторону наших братьев и сестер, то есть наших народов, чеченцев и ингушей. Так я поддерживаю мысли и мнения тех наших активистов, которые уже высказывались по этой теме. Я не буду так злорадствовать, даже зная даже, что они как-то в какой-то плохой форме высказывались против чеченцев. Нет, я просто хочу сказать, что эти люди ошибаются. Такие люди ошибаются. Это есть сегодняшняя путинская Россия. Путинская Россия. Адам Вульф, Анзор, ты слушал рассказ Муслима из Вены о событиях в Чечне с периода 90-х годов? Почему наши ветераны не рассказывают о тех событиях, как Муслим? Да, я скажу, что было бы, конечно, хорошо, если бы наши ветераны, которые участвовали в этих всех событиях, трагических событиях для нашего народа, говорили бы, высказывались бы, рассказывали бы о тех событиях, о которых ты сейчас говоришь. Или же через нас, через тех людей, которые вышли на публику и вот так высказывать свое мнение, рассказывали бы через даже нас. Тоже можно. Кавказ, ты там
сегодня писал мне про Эрдогана. Сейчас начинаю вспоминать сегодняшние твои сообщения. Кстати, там этот лопух труболаз, боец с женщинами, с простыми гражданами, высказался там в адрес Эрдогана, в адрес Турции. Как ты, Василий Долгтрев, пишешь, Эрдоган места себе не находит от страха. Возможно, в бункере сидит, да, Василий? Да, трубочист. Еще какой трубочист. Эрдоган там, наверное, в шоке. В шоке. От этих заявлений какого-то лопуха в адрес Турции. Я просто, когда первый раз это услышал, действительно просто смеялся, долго смеялся. Смешно было слышать такие заявления. Я, наверное, думаю, что там турецкие байрактары тоже смеются над его высказыванием. Кто кого пугает. Исмаил Тагиров. Валейкум салам, брат. Алхамдулилlah, все хорошо. Да, момент. Он обиделся, что его на открытие парка не позвали. Там, да, действительно, открыли парк в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия, в честь Джохара Дудаева. И этот парк открыли в Турции. И Хосе Юртовскому чудику не понравилось это. И он там решил что-то сказать в адрес Эрдогана и в адрес Турции. Вот почему была такая реакция. Исмаил Тагиров. Анзор, приезжай в Австрию. Я у вас уже был. Вот. Ахмад Казаев. Это существо просто ни на что не способное. Ничего из себя не влачит. Просто хочет выделиться. И что может сделать такое существо, которое пытается пропиариться на женщинах? Вот. Вы буквально недавно сейчас говорили про чаепитие 21 человека, где он там пиарился на женщине. Чисто. Кавказ. Тумсо часть родственников вернули. Как обстоят дела у твоей семьи? Ведь и ты, и твои родные постоянно подвергаются прессингу со стороны кадыровцев. Мы знаем, что ты не афишируешь этот вопрос, но прессинг присутствует. Я особо сейчас пытаюсь обходить вот эти темы, да, я действительно не афиширую этим. Не афиширую. Но прессинг есть.
Иногда даже передают что да как. Просто сейчас я пока этого говорить не буду. А потом как-нибудь вернусь к этому. Вернусь к тому, что о своей информации, которую я получил год тому назад. А потом это расскажу, не сейчас. Но пускай те люди, которые те наши активисты, которые работают, которые говорят правду, знают, что я есть для них как друг, как соратник, как, тем более как брат. Если надо, я стану рядом с ними в любой момент. Совол шушун, иншаллах, шадик Аллах карахну, Аллах не стыдва шадига, иншаллах. Прогресс. Что молчишь? Рыжая лисичка. Анзор, когда падет кадыровский режим, в честь кого переименуем проспект Кадырова в Грозном? Я бы хотела в честь Аслана Масхадова. Проспект Путина в честь Анны Политковской можно. Когда вернемся, когда наш народ будет свободным от этого грязного режима, предателей, вот тогда уже все встанет на свои места. И все эти переименованные в честь Путина, в честь Трошева, там, кого там еще было, Куликова, не Куликова, Кадырова, всех этих убийц и предателей, террористов, вот, мы обязательно вернем свои имена, имена своих героев, героев нашего народа, а также друзей нашего народа, которые делали все возможное для нашего народа именно в такой момент, когда нашему народу было тяжело. Вот. Иншаллах. Василий Долгтарев. Чураи и так большой памятник. В нем все герои жить будут в памяти. Ну, я за ту идею, что где-то в Грозном, на видном месте, должна быть стена, где записаны имена этих предателей с фотографиями. И написать «Предатели чеченского народа». Чтобы потомки помнили, потомки знали имена и лица этих мерзавцев, которые притесняли свой народ, которые предавали, которые пытали, убивали ради Путина, ради там этого лопуха Кадырова и так далее. Сайфулlah 05, Аллах резфил, валикум салам, Саваш.
Так, мы уже где-то 2 часа. Я сейчас пройдусь по вашим комментариям всем. Святополк Израилевич. Уважаемый Анзор, как вы относитесь к евреям? Я ко всем людям отношусь нормально. Если эти люди или вообще человек ко мне относится, показывает свое уважение, я этому человеку покажу уважение вдвойне. Василий Долгтрев. Аслан Масхадов хотел город оставить, вернее руины, как память для всего человечества. Да, действительно, в интернете, в Ютубе есть видео, где Аслан Масхадов говорит, что мы обязательно оставим этот город как есть здесь, и рядом построим другой город. Это его слова были. Чтобы показать потомкам, что Россия делала на чеченской земле. Действительно, этот город был превращен в Берлин 45-го, в Дрезден, когда эти города разбомбили, то есть, скорее всего, даже еще хуже. Потому что вы даже сами можете видеть это на фотографиях тех времен. После бомбежек российской авиации и артиллерии. Ахмат Казаев. Анзор, скажи, пожалуйста, как Гаагский суд относится к войне в Чечне? Почему не признали геноцид в Чечне? Почему не присылали журналистов из ООН и других правозащитников? Знаешь, Ахмад, это несправедливо. Это лицемерие Запада, скажем так, и их отношение к уничтожению чеченского народа, когда нас убивали, а убили около 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия, ни одна страна не высказалась в нашу поддержку. То есть им было выгоднее сохранить свои отношения с Россией. Просто для выгоды. Нас продали ради этой выгоды. Вот такое отношение было и есть по сегодняшний день. Кавказ. Анзор. Путин публично оправдал пытки. Путин и есть глава мафии в России. Даже самой крупной мафии в этом мире. И я слышал вопрос Путину про эти пытки в тюрьмах, в российских тюрьмах.
когда ему задают этот вопрос, президент России Владимир Путин отвечает на вопрос журналиста про пытки в российских тюрьмах. Он говорит, что ну и что, как бы, а в других странах тоже пытают людей. Да слушай, ты, у тебя спрашивают про твою страну. Что с этим делать? Как наказать преступников? Вообще про эти преступления. Нет, он полез в другую страну и говорит, там вообще тупость была. Тупость. Игорь Чепкасов. Валикум салам, брат. Анзор от нашей семьи, от Митра и наших братьев из известного тебе Добробата. Спасибо, брат. Прага. Анзор, скажи свое мнение об оценке Темишевым сегодняшнего беспредела в Чечне. Мне кажется, все-таки Муса был мягок в своей оценке. Да, я видел это видео. Действительно, он был мягок в этих высказываниях. Нужно говорить как есть. Нужно говорить. Кто он такой? Кто такой вообще Кадыров? Откуда он появился? Откуда появился этот лопух вообще? Кто его избрал? Откуда появился даже его папа? Вот. Никто его не избирал. Или там, как они любят говорить, вот чеченский народ решил в 2003 году, там, провел референдум, провел выборы, и народ избрал, народ высказался на этом референдуме. Да неправда. Какие люди там были на этих выборах, на этих, как они говорят, референдуме? Я не знаю таких людей. И даже журналисты туда ездили, и много есть материалов в интернете, где журналисты, там, правозащитники говорят, что никаких выборов не было. Люди не пошли на эти выборы, не пошли на этот референдум. То есть получается, Кадыров старший, это сам был самозванец, да, как я говорил всегда ранее, это был враг чеченского народа. Потом его убили свои же. Потом появляется этот лопух. Никто их не избирал. Так, валикум салам, кто сейчас зашел. Я, наверное, сейчас завершать буду. Как наш модератор сказал, мы уже 2 часа тут. Поэтому завершим эфир. Я просто еще раз расскажу, о чем я хотел сказать в сегодняшнем эфире. Так это выразить свою поддержку тем чеченским активистам, которые так смело, не боясь, говорят правду о сегодняшних событиях, о вчерашних событиях, про историю. Вот. Я для них брат. Я не пожалею себя ради них. Иншаллах, сувох шушун. Вот. А те,
лопухи, эти предатели, пускай унижаются, но большего у них храбрости и смелости не хватает. Не хватает. Это мерзавцы такие, которые появились непонятно откуда. Аллах нам всем судья. Если Россия считает, что им удалось даже руками этих мерзавцев покорить чеченский народ, то вы видите, вы сейчас даже можете видеть, что это неправда. Мы свое вернем, иншаллах, вернем. Вот. И ваши методы, эти грязные методы спецслужб России, Путина, нас не испугают и не поставят на колени. Иншаллах. Исам Мусаев, ради тебя еще час эфиров, что ли, посвятить. Ты где пропал? Валейкум салам. Халид, Исам Мусаев, другие. Рад видеть и слышать. Ты что-то пропал. Put user in time. Скала, иншаллах, никогда в этом не сомневался, насколько тяжело бы не было, но мы свое вернем. Как говорится, земля крутится, мы обязательно, может не мы, может другие, но я имею в виду люди, народ обязательно спросит с них. Через лет 5, может быть, и даже 50 или 20. Но обязательно постучит в дверь, напомнит. Вот вы в то время сдали вот такого человека, пытали такого человека, убили вот такого человека. У людей есть что сказать, и они это скажут, иншаллах. Что-то у меня картинка зависла или... Что-то у меня сообщения зависли. Кавказ, напиши что-нибудь. Странно. Так, я что-то ваших сообщений не вижу. Секундочку. Постараюсь решить эту проблему. Так. Mit EasyPrint. Вот, ну я с другого телефона зашел тут. Ну, сейчас я вижу.
Мгм, мгм. Понял. В компьютере просто не идут эти сообщения, поэтому у меня просто все замерзло. Понял. Кто-то тут флудит мне. Кавказ. Анзор, нынешнее похищение меня не удивляет после того, что они сделали с твоей семьей. Ну, не только с моими родными, с нами вообще. Как, насколько они опустились до такого уровня, самого мерзкого, когда они вот, уже много раз повторяюсь, говорю, как они притесняют вот простых граждан, издеваются над ними, пиарятся на женщинах. Ладно, тогда я хочу завершить этот эфир. Ва алейкум салам, свет и радость. Ты где пропадаешь, брат? И завершая этот эфир, я скажу, что все их методы ничего им не дадут. Все, что они там делают, захваты заложников и так далее, меня просто удивляет, почему другие молчат. Всякие там международные авторитетные организации или те, которые там имеют какие-то отношения с Путиным. Почему они молчат? Вот именно, это дно Кадырова. Но этого дна он не нашел в трубе, но труба его в один прекрасный день найдет. Хорошо, я всех благодарю. Аллах ресхил. Иншаллах, все будет по воле Аллаха. Все будет хорошо. Мы обязательно свое вернем. И с кого надо, спросим тоже. Иншаллах. Ну, терпения хватит. Так что, Кадыров, хоть ты перевернись, хоть ты делай что хочешь, или тебе подобные, вы просто ничто. И ничем были и остаетесь ими такими же. Вы есть предатели чеченского народа. Это ваше клеймо такое. Викардом Аллах рейсхуй масана. Всех благодарю. Увидимся скоро, иншаллах. А меня удивляет, почему блогеры не замолвили за тебя слово, когда эти слали свои видео. Я не знаю, почему. Я помню, Тумсо хорошо высказался, Аллах рейсхуй. Все будет. Кадыров останется трусом и предателем. Аллах рейсхуй масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.